Добрый день, мои замечательные друзья, мои хорошие друзья. Сегодня я вас приглашаю в свое занятие по рязанскому языку. И хочу сказать, что это будет не просто мир рязанского языка, но это будет гораздо более глубокий мир, чем на самом деле вы можете себе представить. Дело в том, что очень многие из вас думают, что язык – это просто система средств, с помощью которых можно обозначить свою мысль и процесс явления. На самом деле это далеко не так. Язык любого народа – это прежде всего мировоззрение народа. То, каким образом народ смотрит на окружающий мир. Мои хорошие, если вы в совершенстве владеете только русским языком, соответственно, вы смотрите на этот мир глазами русского народа, русского языка. Но вы даже не представляете себе, какой замечательный мир таит в себе мир рязанского языка. Я надеюсь, что вы готовы сегодня узнать этот замечательный мир. Готовы? Ну тогда космический корабль отправляется в путешествие. Итак, для начала давайте расскажем о том, какие есть отличительные особенности рязанского языка от русского, потому что к русскому языку мы привыкли. Так вот, в чем же заключается особенность рязанского языка? А в том, что наши языки относятся к агглютинативным языкам. Что это такое? Это значит, что к основе слова прибавляются несколько суффиксов, это может быть от 2 или до 5 суффиксов, которые могут несколько видоизменять значение основного слова. Например, такое слово, как «худо сон золи». «Худо со ли». Обратите внимание, вот это агглютинация. Корень слова «худо», а все остальное суффиксы. Можно сказать, что агглютинация – это когда к паровозику, вот этот у нас паровозик, прибавляются вагончики. Вагончики – это суффиксы. И угадайте, как переводится одно только слово. Худо – это дом, а все остальное – это суффиксы. Так вот, я был в его доме. То есть основное слово «худо» или «дом» ставится у нас в конце фразы. Это особенность не просто рязанского или макшанского языка, это особенность всех финно-угорских языков. То есть одним словом мы можем сказать всю фразу, в отличие от русского языка. Далее. В рязанском языке, если, например, я говорю, что если я, например, говорю о каком-то предмете, то я могу высказать в этом же слове, к кому относится тот или иной предмет. Например, если я говорю вот это, например, просто ручка. Или, например, маркер. Если я на конце маркер или ручка поставлю суффикс «м», соответственно, это будет говорить о том, что это моя ручка, ручка. Если же, например, эта ручка принадлежит не мне, а, скажем, вам, то я могу это же самое выразить в слове «ручка-т». То есть могу обозначить это суффиксом, который стоит в конце слова. Ручка – это просто слово нейтральное, которое абсолютно не передает нам дополнительных никаких значений. То есть только значение слова. Если я прибавляю к этой ручке суффикс «м», соответственно, это моя ручка от местоимения «монь», что означает «мой». Если я на конце ручки поставлю «ручкат», соответственно, это твоя ручка от местоимения «тонь», что означает «твой». Дальше. Если следующая особенность рязанского языка. Например, вот у нас стоят стулья. Они все черного цвета и ничем не похожи друг на друга. То есть все похожи друг на друга. Но я могу выделить среди этого ряда стульев только один стул. И причем я могу сказать «о замутарка се». На конце я могу поставить суффикс указательного склонения со святым знаком. То есть среди всех этих стульев я могу указать только на определенный стул. При этом, обращаю ваше внимание на то, что достаточно для этого сказать только одно слово. И при этом все говорит нам вот эти суффиксы. Соответственно, выводы, которые мы должны сделать, сложность изучения рязанского языка заключается не в том только, чтобы мы знали лексический состав языка, но в том, чтобы мы хорошо разбирались в этих суффиксах, потому что эти суффиксы – это наши друзья, которые нам помогают или которые вводят нас в мир действительно рязанского языка. Можем из этого сделать следующий вывод о том, что язык наших предков – это удивительно логичный язык. Это то же самое, как и язык цифр, или то же самое, что и язык математики.
Далее. Явление сложных слов есть в нашем языке. Что такое сложные слова? Это в том случае, когда слова состоят из двух основ. Например, такое слово, как умарьков. Это название месяца. Умар – это яблоко, а ков – это месяц. Соответственно, какой месяц обозначается яблоко? Когда мы в каком месяце собираем яблоки? В августе. В августе, правильно. Это действительно август. Дальше. Следующее слово. О-дерево. Я вот попробую записать. Но здесь, наверное, не получится. О-дерево состоит из трех основ. От – это новый или молодой. Урва – это рабыня, и Ава – это женщина. Молодая женщина-рабыня. Как вы думаете, кого так называли? Не слышал? Нет. Женщину. Конечно, невесту так называли. Почему? И вот тут вот мы приближаемся к тому, что эрзианский язык отвечает на очень многие вопросы явления культуры. Потому что если мы хотим узнать культуру нашего народа, то в первую очередь нам нужно изучать язык, потому что в языке кроются основные разгадки на все основные вопросы из жизни, истории народа. Поэтому давайте следующим образом с вами поступим. Я буду говорить вам загадки, а вы будете мне говорить отгадки. Итак, если мы, допустим, соединим два слова кирига, что означает шея, и парь, что означает кадушка, скажите мне, пожалуйста, какое слово у нас получится? Киргапарь. Киргапарь. Теперь, что обозначает это слово? Шея и кадушка. Просьба тех, кто знает ответ, промолчать. Пожалуйста. Шея и кадушка. Но вспомним анатомию, что может быть кадушкой шеи. Есть у каждого человека. Это горло. Следующий. Ведь и кем. Ведь это вода, кем это камень. Вода и камень. Вода и камень. Думаем, думаем, думаем. Напрягаем свои серые клеточки. У кого-нибудь есть? Это мельница. Серые клеточки. Следующий. Йон и тол. Йон – это сторона, тол – это огонь. Сторона и огонь. Что это может быть? Не стесняйтесь, говорите. Йон и тол. Слово йон-дол. Конечно, конечно. Просто здесь произошла ассимиляция. Н у нас сонорная, поэтому она будет означать следующее. За ней рядом идущую глухую согласную. Поэтому Д у нас превращается плавненько в Д. Йондол – это молния. На той стороне огонь, это же молния. Дальше не устали? Нет, прекрасно. Дальше идем. Медь, ков. Медь – это мед, ков – это месяц. Месяц и мед. Когда мы собираем мед? Вспоминаем, но здесь уже, собственно говоря, я думаю, что загадка не такая уж сложная. Я знаю, что ты знаешь. Нет, очень близко, можно сказать, но не май. Перед августом. Подсказка уже дальше некуда. Июль, моя хорошая, июль, конечно. Итак, лисма и пря. Лисма – это родник, пря – это голова. То есть лисма – это колодец, пря – это голова. Голова. Лисма, пря – это родник. Потому что родник, когда он выходит из-под земли, он головку показывает. Дальше. Куду икелькс. Куду – это дом, икелькс – это перед или впереди. Впереди дома. Что у нас впереди дома? Что? Нет, нет. Даже не жарко, даже не тепло, очень даже холодно. Перед домом, да, перед домом. То есть, куда мы заходим, как только мы заходим в дом? Перед. Как-то неопределенно. Перед вот где-то как
только наоборот. Тут вот подсказывает. Сени, конечно. Что у нас впереди дома? Конечно, дальше. Покш-чи. Покш – большой, чи – день. Большой день. Сегодня какой день? Это праздник. Наши предки так называли праздник. Покш-атя. Покш – большой, атя – старик. Большой старик. Конечно, молодцы. Вот видите, генная память уже всплывает, начинает всплывать. Дальше. Мода и умарь. Мода – это земля, умарь – это яблоко. Да, земляное яблоко, картошка. Ну вот видите, уже генная память у нас всплывает уже очень и очень скоро. А теперь следующая особенность эрзианского языка – это его падежная система. Как только начинаешь всем говорить о падежной системе эрзианского языка, так у всех учеников практически появляется желание просто под парту лезть, потому что в эрзианском языке, так же как и в макшанском, 12 падежей. Как вы думаете теперь вопрос, почему так много падежей? В русском языке всего лишь 6. Почему в эрзианском так много падежей? Какую функцию они выполняют? Эрзианский значит в 2 раза богаче русского языка. Логичный ответ. Но есть еще конкретный ответ. А потому что в эрзианском языке нет такого понятия, как предлоги. У нас на, под, за, у нас нет таких понятий. У нас эту функцию, то есть функцию предлогов выполняют после логи, то есть те слова, которые у нас стоят после существительных или после именных частей речи. И половину этой функции выполняет у нас падежи. И для того, чтобы вас не сильно пугать падежной системой, давайте я вам расскажу сказку, и в этом случае мне понадобится помощь. Сказка о падежах. Было это так давно, что даже сам правитель эрзианский язык был тогда молодым. Трудные времена тогда были. Помнит, как однажды пришел к эрзианскому языку существительное, поклонился ему до земли и говорит: «Помоги мне, Инязор, сил моих больше нет. Не понимают эрзиане друг друга, предлогов нет у тебя. А без них сложно разговаривать, люди жалуются». Послушал эрзианский язык и сказал: «Хорошо, не горюй, иди обратно домой. А завтра приходи снова, я что-нибудь придумаю». Как легко сказать что-нибудь придумаю, а что придумаешь, если он сам не вел свое царство предлоги? Вот и думай теперь, что делать. И тут правитель вспомнил, что по его царству ходили какие-то падежи. Их было так много, что они пугали части речи. И даже существительно пугался их. Что они без дела слоняются туда-сюда, сказал про себя эрзианский язык. Вот соберу их и дам им задание, предлоги заменить. Сказано, сделано. Позвал эрзианский язык падежей и говорит им: «Как поживаете, падежи мои, плохо или хорошо? Живем неплохо, только вот надоело нам без дела сидеть, дай нам задание». Радовался эрзианский язык и сказал: «Хорошо, вот вам задание, предлоги заменить». И тут наступила тишина. Задумались падежи, как это предлоги заменить. Стали они галдеть, переговариваться. Увидел это эрзианский язык и опять говорит: «Скажите, кто что умеет делать, а я каждому из вас дам задание». И тут падежи наперебой стали рассказывать все друг другу, все о себе и друг о друге. Оказалось, именительный падеж Дома остался. Да, дома остался. Именительный падеж у нас дома, скорее всего, остался. Именительный падеж любил называть всех по имени и любил просто называть предметы. Идет по улице, говорит: «Мальчик, девочка, дерево», собой, с ним особо никто не общался. Скучно было, он анекдоты не умел рассказывать и не умел слушать. А вот родительный падеж был эгоистом. Так о нем сказали все остальные падежи. Любил он присваивать все себе, мол, мое, мое, мое. В качестве примера родительному падежу друзья всегда ставили дательный падеж. Он, наоборот, любил все отдавать, ничего своего не имел, все своим друзьям отдавал. Зато и все остальные падежи в нем души не чаяли. А вот отложительный падеж
передавал, все всегда знал о других и очень любил о других говорить. Приходит обычным друзьям, к другим падежам и говорит: ну что, о чем сегодня говорить будем? Местные и исходные падежи. Ходили все время вместе. Это как в той песенке: мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Местный падеж всегда знал, кто куда ходил, а исходный падеж знал, кто откуда приходил. И как они только успевали все замечать, никто не понимал. С ними очень было удобно, никто никогда не терялся среди них. И даже если в лес пойдут, местные и исходные падежи все равно знали, кто где находился. Направительные и вносительные падежи. Были братьями, они даже когда-то жили вместе, но потом поссорились друг с другом и стали жить отдельно. Направительный падеж показывал направление дороги, а вносительный падеж любил все время в чужие дома или огород что-нибудь носить. Если кто-то постучится в дверь, это обязательно будет носительный с подарком. Переместительный падеж был среди падежей навигаторов. Если кто-то не знал, как найти лес или речку, переходили к переместительному и говорили: покажи нам карту, как пройти туда-то. А вот сравнительный падеж все время всех сравнивал. Этот большой, вот этот еще больше, этот маленький, а этот еще меньше. Превратительный падеж хотел стать волшебником. Иногда ему это даже удавалось. Например, превратит козу в лисицу, а сам ничего не говорит. Ждет, пока его волшебство все остальные не заметят и не похвалят. И больше всех падежей не любили изъятельный падеж. Он все время отбирал у остальных падежей какую-нибудь сладость, конфетку, мармеладку, но сам был добрый, украдет что-нибудь и через некоторое время идет обратно, вернет, то есть обратно. Так, это что касается отличительных особенностей сюкпря, рзянского языка от русского. Теперь устроим небольшой мастер-класс. Я вам раздам листочки, на которых написаны основные фразы по рзянскому языку. Это слова «шумбрачи», что означает «здравствуйте», «добрый день», и «вастумазу», «до свидания», а также «инескеть», это «пожалуйста». Пожалуйста, разбираем. Я вам даю 5 минут для того, чтобы вы отобрали, выбрали себе пару и с этим человеком начали бы говорить, начали бы строить диалог. А для начала, мои хорошие, те, кто у меня не знает рзянского языка, давайте с вами проговорим эти слова. Повторяйте за мной. Шумбрачи. Шумбратадо. Шумбрат. Парувалски. Парочокшне. Кодателить. Кодалять. Водрей. Сюкпря. Сюкпря. Покшсюкпря. Покшюкпря. Кодам мельёжу. Кодам мельёжу. Паровадря. Паровадря. Верянь. Беря. Вадря паро истя. Вадря пару истя. Танди стоярсамо. Кшит салтин. Шицалки. Вастумазано. Вастумазано. Не мазано. Не мазано. Уледи шумбра, куль шумбра. Улети шумбра, куль шумбра. Кода ты клемен. Куда ты глемем? Кода ты леметь. Куда то лемем? Мони лемем. Монь лемем. Кода солнце лемезе. Куда солнце лемем? Солнце лемезе. Солнце лемезе. И давайте следующую строчку. Тон вадрясту корта терзянкельса. Найдите, пожалуйста. Тон вадрясту корта терзянкельса. Я что-то не слышу. Тон вадрясту корта терзянкельси. Да, вот я слышу все время одного человека. Дальше. Водрей. Арась берянсте. Берянсте. Истя вадрясто. Истя вадрясту. Мон чайкудя нельзя царча корта. Мончаль подян эрзекс ансяк аккорда. Пожалуйста, 5 минут. Выбираем себе друга. С этим другом делаем или составляем диалог. А вот я его знаю. Ансяк аккорд. Братата, шумбрачи.
Давайте мы сюда. Меня отобрали.